Шейх, вопрос от девушки. Видимо, человек стоит на пороге принятия ислама, и она спрашивает, можно ли мне, пока я не приняла ислам, пойти в мечеть, одетой уже сразу по шариату? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Мечеть зайти общий хукм кафиру, можно или нет? Можно кафиру в мечеть пускать, если есть, например, думаешь, что при желании, что они примут ислам, послушал какую-то лекцию или же какое-то наставление, для этого даже можно пустить кафиру в мечеть. И при пророке, саллаллаху алейхи салам, иногда приходили христиане, группа, и запускали мечеть тоже. Диспут или еще Да, что-то? приходили, делегация приходила, пророк саллаллаху алейхи салам услышал от них, но они, все делегации встречал, пророк саллаллаху алейхи салам в мечети, разрешал их допускать. В том числе это человек, который даже пока ислам не принял, является кафиром. Можно зайти? Можно. Ну, конечно, с уважением к исламу, укрытой форме. Человек должен всегда укрываться, не только мусульмане. Человек, Аллах, все приказы, то, что мусульманам есть, это все приказы для всего человечества. Например, некоторые думают, кафирам можно продавать, например, харамные, или же короткую одежду, или же, например, кафирам можно продавать, которые мусульмане, харамная еда. Нет, нельзя. Все приказы Аллаха субхану ва тааля для мусульман и для кафиров. Но кафиров за этого даже например, наказание за куфру тоже есть. За то, что он кафир. За наказание за несоблюдение отдельности приказа Аллаха тоже получают кафиры. А так, в общем, можно зайти? Да, можно. Аллаху алям. Но еще лучше будет принять ислам и прийти в ислам. Мечеть не надо ходить, ислам принять. Не надо мечеть и кому-то идти. Ислам принимает человек, свидетельствует, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, посланник Аллаха. И верит в то, что от Аллаха все пришел, и верит в то, что от Пророка все пришел, то, что передал Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, это является мусульманином. Сказать ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Эти слова сказать, не надо отчитываться перед тем, мечеть пойти. Как только твое мнение пришло, ислам хочет принять, сразу надо принять. И после этого самая первая обязанность учиться молиться. Потом постепенно изучать ислам и приходить полностью в религию Аллаха, субханаху ва тааля. Если, например, люди думают, надо в мечеть ходить, чтобы ислам принять, не надо. Даже некоторые говорят, Аллаху алям, это правда или нет. Приходит, я хочу ислам принять. Он говорит, пятница приходи. Это уже куфру. Потому что ты желаешь человеку, чтобы куфр остался на несколько дней. Если даже тебе человек говорит, научи меня свидетельство, как надо давать ислам, хочу принять. Ты говоришь, подожди, через час приду или через полчаса. Некоторые ученые за это даже тебе такфир делают. Потому что человек, за то, что ты разрешаешь человеку остаться в куфре на какое-то время, хотя это являлось в твоем силе, сказать, диктовать ему свидетельство. Из этого нельзя отлаживать, даже если человек, я хочу принять ислам, я пятницу приду. Нет, если хочешь, сейчас же принимай. Если ты хочешь пятницу объявить, что ты принял ислам, этого нет запрета. Или же, если имам хочет показать людям, вот люди приходят в ислам, проблем нет, в пятницу тоже перед людьми скажи, вот наш брат принял ислам, вот он считает, наш является братом, объявит. А откладывать ислам нельзя. Если он хочет сейчас принять, нельзя откладывать на завтра или на час. Сижу и как ты хочешь ислам, сразу надо принять. Нет обязанности перед кем-то или перед имамом отчитываться. Аллаху алям.